Короче, всем салам. Готова ли наша сборная Кубки Азии? Почему перед началом турнира наши игроки травмируются? И почему многих игроков не попали, не взяли нашу сборную? Основной список есть. Об этом мы будем обсуждать. Мы диванные эксперты. Азамат, Саламат, Илим и Джонни Скиллс. Мы здесь, диван здесь, так что начинаем. Поехали! Я напоминаю, что через несколько дней начинается Кубок Азии. И в нашей группе Оман, Саудовская Аравия, Малайзия и, соответственно, наша сборная. Наша Кыргызстан, да. Как вы думаете? В принципе, проходная группа. Нет, в принципе. нет. Сен башында Кубка Азияда группада Малайзия бар деп салғанмын ғой. Малайзия жоқ та. Малайзия деген немеді да, отбор чемпионат мира да. Серьезно? Да. Как-то вы там? Я же вчера смотрел. Нет, я же вчера смотрел. Да. Я же вчера смотрел. Ты наебал нас, Илим. Я же вчера смотрел, бля. Кыргызстан, Оман, Таиланд. Таиланд или? А Малайзия. Сука, я перепутал за... Ну, можем это... Почему проходная, смотрите, там играет Саудовская Аравия, которая вот год назад, да, просто шокировала не только европейский футбол, весь мир на чемпионате мира, победив нынешних чемпионов мира. Аргентину, да. Это счет 2-1, я не знаю. Там не 1-0 раз? А, нет, 2-1, 2-1, да. То есть второй гол просто нереально забит игроку АПЛ. То есть, а у нас, да, есть крутой Такатаев, но опять-таки вот этот уровень, мне кажется, очень... И эта команда играет с нами. С нами, да. Я думаю, это Аравия. Нет, это не Объединенные Арабские. Не, еще Аравия в 30-м, нет? Да, топ-30, да, мне кажется. Нет, в 34-м они принимают этот, чемпионат мира. Да. Так, окей, Аравия, который выиграл Аргентину. Оман. Мы с ним уже играли, мне кажется, мы и выиграли у нас дома. Победа это дома, да, у нас? У нас дома победа, но такая победа, которую мы прям вот кровью и потом, да, как будто бы вот победили. На последнем, когда Батырханов, это Оман был, правильно? Или я ошибаюсь? Там якобы руками задели, вот это ситуация? Это Оман, да. Когда еще они не доиграли матч в целом. Нет, они доиграли вроде. Нет, помню, когда тренер взял и просто игроков убрал с поля, то есть до свистка арбитра не было такого. Нет, Не доиграли матч. Не доиграли, помню. Да, они ушли с поля, когда. Потому что там якобы в руки ему попало. Все. Да, и, то есть такой гол. Ну, мы там выиграли. Ну да, победа есть. Всех поражений. Тех поражений, грубо говоря. Первое место, понятно, Саудовская Аравия, но за второе место Вака. Ну, я еще хочу напомнить, что за прошедший 2023, да? Сколько у нас матчей? У нас 12 матчей и 8 поражений, 3 победы и 1 ничья. Ну, статистика желает лучшего, конечно. Так, а что по составу? По новостям вот говорят то, что Эрбол уже вылетел, травма колена. Он надолго еще вылетел, то есть не на неделю, не Это на 2 видно. недели. Говорят то, что Шикуров может пропустить Азию. Возможно, он восстановится, кстати. Да, шансы есть. Это вот 50 на 50. Да. Ну, шансов чуть больше, но они есть. Получается, у нас драфт в центре. Сейчас кто играет? Сейчас Фархат играет в центре. Кто у нас? То есть- Из хороших, если брать, из хороших, есть только вот Фархат, который уже, да, выступал. Имею в виду именно на позиции Эрбола и Шикурова. Они же вот прям именно атакующие. Если сильнее или хотя бы на его уровне Эрбол Атабай, то только Фархат сейчас. Да, ну блин, именно Шикуров, это же, как я думаю, это мотор. Самолет. Алло, Шикуров, я про тебя говорю сейчас. Да. Мне кажется, Шикуров это тот игрок, который начинает изнутри атаку. Да, он очень хорошо продвигает, кстати. Вот. Он еще прессингоустойчивый очень. То есть, когда прессингует, он может выйти из прессинга и отдать какой-нибудь пас. Ну не зря же лучший игрок Беларусь. Немана. Да, и сейчас из таких игроков, мне кажется, только Фархат есть, который может вот обвести кого-то, выйти из прессинга и отдать какой-нибудь пас. А вообще, как вы думаете, вот какая слабая позиция в нашей сборной? Защита, Какая нападение? линия? Какая линия? Блин, при всем уважении я сейчас готов сказать, что это линия нападения, потому что нет решалы. Там, да, есть Коджо, который, да, действительно сейчас мы видели то, что он забивает, товарищ, но это опять-таки товарка. То есть чемпионат Азии это другое, совсем другое давление будет. И в линии атаки есть Гульджи Талкулов, да, сейчас, по крайней мере, есть еще кто у нас. Атай Джумашев тот же очень крутой бегунок, быстрый, но опять-таки они не выделялись крутой такой статистикой, чтобы они в каждом матче забивали. Есть Батырханов, но опять-таки у нас в простонародье называют, что типа, он якобы не забивает. Но и нету того, которого он вышел, нет Виталий Люкса опять-таки. Но в защиту Батырханова он очень, он такой нападающий, который всегда прессингует. Да. То есть
Ну, очень Но такой- Турканов в этом сезоне нормально. Не, в забил этом для- сезоне, за да, Абдушкова. ну за сборную вот в чем проблема. Да, он забивает за сборную, но опять-таки вот за всю линию атаки, я хочу сказать, крутые футболисты, но никогда не отличались результативными действиями. Мне кажется, ты хочешь сказать, не хватает типа как Холланда, как Левандовского. Опять-таки забивал, можно да? было взять Мурзаева, который уже выступал на этом чемпионате и забивал в 1/8 ОАЭ. То есть такой нападающий, мне кажется, на данный момент такого, как бы сказать, лидера именно в линии атаки не хватает. Я думал, будет Бирбек Ахматалиев, я был рад, то есть он очень крутой, но опять-таки Но Ахматалиев играет с левой стороны, да, он но левый нападающий. он в ноги очень крутой футболист, его можно было взять за счет такого опыта, он тоже играл в Малайзии. Он то еще есть универсальный же. универсальный, очень крутой футболист. Да, но проблема в том, что он играет в левой стороне, а там Атай Джумашев, Гульжат Да. Алкулов, Кайрат Но Джергалбек. опять-таки в центр можно было его Его поставить. можно было, да, Либо в центр вправо. поставить. Да. Лево, Не, вот вправо, влево, Кайрат Джергалбек, Атай, Гульжат Алкулов и еще вроде один из Коджо этого. там или там. Нет, на фланг? немец, то ли Кай. какой-то. А, Кай. Да, вот Да, они, про них не забываем, конечно, но фланги у нас забиты, мне кажется. фланги, да, вот именно, да, крутые футболисты, Да, опять-таки, да, да. но нет вот такого, который бы все моменты забивал. Коджо, возможно, он крут, но опять-таки это товарки, то есть нет того футболиста, который уже давно уже тащит свою сборную. Мирлан Мурзаев был таким человеком. А как у который- нас, ну сейчас у нас и в полузащите сейчас какая-то проблема. В полузащите на данный момент, если вот только что сказали про братьев Мерк, да, Мерк, Да, правильно, Мерк. Мерк, они очень крутые, оказывается. То есть сразу Один из них вот чемпион Узбекистана, да? вроде? да, чемпион недавно, в Узбекистана. этом Недавно году стал, да, по прошедшем точнее. Давай. Будем надеяться, что Шукуров восстановится до Азии, потому что, Да. мне кажется, он очень нужен команде. Да. Очень Разницу нужен. очень сильную делает. А как в защите у нас дела? А, У нас защите кто? Браузмен, Хозубаев есть. Хозубаев есть, который... Бекджан Санбеков. Хозубаев еще капитан. Он капитан? Да, капитанит он, когда Кичина нет, он капитанит. На данный момент, мне кажется, обратно ему можно дать капитанскую повязку. Потому что все последние матчи, где Кичина нет, Не было? он Да. был капитаном. У нас другого как-то нету? А кому? Давай вот эту тему откроем. Давайте, может стать кому капитаном можно дать Кто капитанскую может стать Капитан лидером? должен быть лидером, чтобы на поле прямо всех заводил, всех ругал Выделялся. туда-сюда, да. Из Кичин был, окей, но его убрали. Мурзаев был, Так, окей. Кичина не убрали, у него травма Не поп- была. У него травма А, тоже. он- Да. Хотя он мог... Да. Окей. Сейчас кто из старичков остался? Мусабеков, Фархат только, мне кажется. Бекджан есть. Бекджан и Кайрат Джергалбек. И вот Хозубаев. Козубаев. Можно он у меня тоже- такой... Вот, ну Козубаев я видел, то, что он Нет, выходил. можно я Вот я такой, самый такой Бекджан же. неординарный вариант на капитана? Ну. Я бы отдал, честно, Тохотаеву. То есть А. это последний Да, матч, да, последний да, матч я полностью согласен, просто я согласен. когда он играл против Малайзии, он держал счет до последнего, клянусь, там в упор ему стреляют, в упор просто, там 90% вратарей это пропускают, он просто успевает встать, при таких габаритах он еще Да, я такой еще быстрый. видел матч, где он еще орет на всех и Да, поддерживает, да, просто он видит все поле. и- Заводила, Да, плюс он да. опять-таки играет за рубежом, конечно, Казахстан, но опять-таки за рубежом. Человек, который периодически отбивает пенальти, то есть это крутой футболист, и мне кажется, будь я тренером сборной, я бы отдал Тохотаеву. То есть Ребята, пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, достоин стать капитаном нашей сборной на Кубке Азии. В комменты. Значит, по защите у нас нормально все, в принципе. плюс-минус, да, опыт. Есть еще талантливейший. Мищенко у нас есть. Не, Мищенко есть, да, но талантливейший. Браузман. Его вызвали? Браузман, да, Да, Мищенко. говорит, Мищенко он есть. говорит. Он успел восстановиться. кстати, Еще и очень важно. центральный игрок Абдышкаты Айзар. Айзар еще тоже хорошо отрабатывает. Но- Он как раз последний Но он гол за забил. сборную не играл пока что. Типа, Айзар? Ты нет, что, он нет, забил нет, вчера? нет, он забил, да, но именно на таких формах мне вот это интересно. Хозубаев уже играл на Азии. А, в таких турнирах? Да. Может быть, но за сборную. Но ну, мне за кажется, сборную. да. мне кажется, половина состава не играла в таких Да, турнирах. кстати, если кто не знает, сборная сейчас наша в топ-2 или в топ-3 из самых молодых игроков, Да. команд на Азии. Топ-2. Средний Топ-2 возраст. или топ-3, там Средний возраст 23 команды. возраст. Кстати, я хочу добавить то, что Бигнас, мы совсем про него забыли Да. что-то. Бигнас стал самым молодым игроком Азии, который А, сыграет будет который- Чемпионат Азии. чемпионат Азии, да. Ему чемпионат Азии. сейчас 17, сколько? 18? 18, 18, наверное. да? Офигеть. Да, он же и нам даже с Галтасараем подписал контракт. Так что он 18. продлил? Вообще Подписал. классно. А. В Арсенале. А он до этого был как этот. Воспитанник просто Воспитанник. выходил. А, я не знал. А сейчас уже... Класс. Сейчас он денежки получает, получается. Короче, проблема у нас вот На каждой в линии сейчас. центре. Да. Ну, Нет, в защите. Мне кажется, нормально.
но у нас защита, она чуть-чуть медленная, как будто бы. Когда вот смотришь вот визуально, как будто бы они медленно двигаются, и это меня чуть-чуть напрягает, когда я Медленно смотрю в матч. плане обороны или продвижения атаки? Всего. Всего? Да, когда они чуть-чуть медленно принимают решения, как будто бы. Может быть, вот когда вы обсуждали возраст, у нас вот один из самых молодых игроков, вам не кажется, что это не слишком ли молодые наши пацаны? Неопытные типа. Да. Ну, не хватает опыта, возраста, возможно. Кстати, зрелости. насчет опыта, вот именно вот у нас же недавно матч был с кем? Оман. Отбор. Нет, до Омана. Оман? Индонезия же, да? Малайзия. Или Малайзия? Дома или там? Там. Малайзия. Вот тогда Когда у нас 4-3 проиграли, Да, да? вот тогда Малайзия. вот прям видно было, что Команда. неопытная команда. То есть они Такой могли, счет. да, они могли просто выиграть, типа налегке. Не опыт ли или из-за ошибки тренера? Мне кажется, это опыт все-таки. Потому что нам голы забивали, когда делали замены. Неправильно, мне кажется. Мне кажется, это опыт. Опыт? Да, потому что опытные люди, они могут просто там придержать мяч где-то Потянуть время. Да, потянуть время. Они просто все время шли в атаку и пропускали такие нелепые, так скажем, Ненужные. ненужные голы. Ну это как? Это то, что они молодые, это хорошо. Молодые, горячие, но не совсем зрелые для таких турниров, да? Думаете? Вот, очень многие говорят, типа, нужно было взять там, опытных игроков. Вот. Мне кажется, я согласен с этим, потому что, когда ты едешь на такой турнир с такой молодой командой, как минимум в раздевалке тебе нужен лидер. А такого лидера сейчас нет, того же Кичина нет, Мурзаева, Антона Зимнюхина. Да, можно было их взять в плане того, чтобы, да, типа они будут играть, но, в раздевалке, когда с тобой такой игрок едет и тебя поддерживает, тем более тебя, молодого игрока, мне кажется, ты заряжаешься в 2-3 раза сильнее, когда сам твой старший брат по сборной тебе помогает тебе, и такого нету. То есть можно говорить, что такой игрок в раздевалке он не нужен, но опять-таки, если мы вспомним Милан, чемпионский Милан, который Златан Ибрагимович вообще не выходил, но мы все видели нарезки, как он просто заряжал, особенно перед очень важным матчем, когда им нужно было всего лишь выиграть. И Златан хотя не выходил, но его все слушали, потому что он плюс опытный, плюс старше, плюс у него авторитет. И если вот так сравнивать, можно было взять Мурзаева, который реально умеет так заряжать, потому что мы с ним лично знакомы. Знаем, какой он человек, какой он заряженный. И молодых игроков он мог вот так подбадривать в раздевалке где-то, и ребят, давай собрались. Плюс, опять-таки, я повторюсь, это человек, который забивал уже не просто в групповом этапе, а в плей-офф Азии. Против ОАЭ, очень важном матче, где нужен был гол, он вот так принимает мяч, убирает. Сейчас я тебя перебью, как по твое мнение, почему вот Мурзаева не взяли в сборную? И у меня второй вопрос. Вместо кого они должны были взять? Вместо кого? Опять-таки, там есть очень молодые игроки в нападении. Мурзаев, Который не центральный выйдет. нападающий, да? Да, есть игроки, которые не в обиду, да, которые у них еще будущее есть, но это чемпионат Азии, там условно там какой-нибудь игрок мог пропустить, но и вместо него взять Мурзаева. Хотя этот молодой игрок, я уверен, что он не выйдет из скамейки. Я уверен, Так там у что нас он всего не 3 нападающих центральных. Кто? Патраканов, Коджо и вот еще один. Да, я не помню. Не помню. Вот, опять-таки, мы даже не помним, то есть его не в обиду. Можно было не взять и взять того же Милана Мурзаева, которого реально мог бы заряжать. То есть он умеет. Ребят, не в обиду, мы чисто, видите, диванные эксперты. Да, Видите, вот, там диван, вот мы, эксперты, Так диванные что, эксперты. смело, вот, любой. Это наше мнение просто, А да. почему не взяли? Почему? Типа, твое мнение. Не знаю, мне кажется, это стратегия тренера, как вы заметили, то, что в команде у нас все молодые, а Мурзаев просто не вписывается в команду, мне так кажется. Были- Его просто нельзя. Вот, Сали, кого бы ты добавил в сборную или убрал бы оттуда каких-то? Но я не знаю, кого я убрал бы, потому что я половину не знаю, честно. Но я бы добавил Ахматалиева точно. Да. Потому что такой универсальный футболист, он нужен любой команде. На То есть любой фазе. я вот ходил на матчи Абдышки, и я видел, как он играет, как он тренируется, и мне кажется, нужен был такой человек. А насчет Мурзаева, Землянухина, я не знаю, мне кажется, я здесь солидарен с тренером. Мгм. То есть есть из молодых? Да, я поддерживаю здесь тренера. А вообще, давайте про тренера поговорим, раз уж зашла тема. Тренер иностранец. Как вы думаете, удобно ли с нашим тренером работать, с нашим, иностранным тренер? Не все, возможно, переводчик не так переводит. Не знаю как. Удобно ли работать с иностранным тренером? По опыту Абдышка с иностранным
тренером? Стала двукратным чемпионом Да. страны. Это плюс или как? Или как? Ну, на примере Абдышки, мне кажется, это совсем другое, потому что там и сопротивление совсем другое, то есть КПЛ, а это международки, то есть это совсем другой уровень, и сравнивать с Абдышкой это очень как-то странно получается. Ну, я про иностранного тренера. Иностранный тренер именно национальная сборная, она нужна. Опять-таки, у наших тренеров, которые здесь, не в обиду им, они здесь только тренировались. Не прям здесь, а типа русскоговорящий. Русскоговорящий, возможно, Россияне, да. украинцы. Но именно, который не знает язык, это чуть-чуть сложновато, потому что все же нужен прямой контакт с тренером в любом случае. То есть я даже видел момент, когда интервью, рядом сидит переводчик, рядом здесь наш тренер, он говорит то, что ему очень много вопросов задавали про Кичина и Мурзаева, опять-таки, он просто сказал: давайте не зацикливаться на двух этих игроках, потому что есть 25 других игроков, которые мы должны развивать, которые намного там сильнее, интереснее. А переводчик переводит: давайте не говорить про этих двух игроков, и все. И все. То есть, а люди, которые там сидят, подумали, Ну да, что смысл да, неправильный. совсем другой. И люди, которые вот сидели на этой пресс-конференции, которые не знают английский язык, подумали, что у наш тренер есть какая-то прямая неприязнь к этим игрокам. Реально, он вот так перевел просто. Но мне кажется, это нормальное явление, потому что мы видели везде, то есть в любых сборных когда-то где-то были иностранные, то есть тренеры, которые не знают местный язык. То есть и в России такое было, в Испании такое было, в Голландии такое было. Нет, в Голландии не было. В Голландии я ошибся. В других Это странах всегда... плюс? Это хорошо или? Но это уже от тренера зависит. Если тренер нормальный тренер, Кто то тренер? вообще без проблем. То есть потому что вот Капелло, он был типа в России тренером, в Англии тренером, хотя он итальянец, да? Если В России тоже был тренером Гус Хидинг. Он не знает русский язык, но он занял третье место в 2008 году, да. То есть это уже от тренера зависит. И от переводчика очень И много. от переводчика, да, возможно. прикиньте, Кстати, да, лучше кстати, переводчик нам насчет хороший. переводчика, кстати. А вы знаете, что переводчик тоже могут стать тренерами? тренер, да. Кто стал? Есть- Это же Мауриньо стал, да? да? Мауриньо. Серьезно? Да. Он работал Переводчик? переводчиком в Барселоне. Охренеть. Да, да. Я Потом не он То есть, читал. когда в Барселоне был тренером, я не помню, как звали, англичанин был, он его переводчиком работал. И потом стал Стал тренером. тренером. Капец. Есть такая статистика, что чемпионат мира никогда не выигрывали с иностранными тренерами. Да, еще есть такая статистика, да, кстати. То есть всегда выигрывали французы с французским тренером, да? испанец Да, с есть испанским. такая Это всегда так было. Охренеть. Могло измениться в этом 2018, когда против Франции, Хорватия, я помню, да? Да. Могло измениться, но Нет, опять-таки почему? вроде так было. В каком-то году можно было поменять это вот проклятие, но не получилось. Как вот твои ставки, Илин? Мы выйдем из группы до или нет? до какой стадии мы дойдем, наша сборная? Буйруса. Я верю нашим молодым игрокам. Серьезно, очень крутые ребята. Если они соберутся, действительно, они должны выходить, мне кажется, из группы вообще. Конечно, с проблемками, где-то будут палки в колеса в любом случае, сильные соперники. Но 1/8, либо 1/4. Ну, 1/8 точно должны делать. А вот 1/4, если повезет, вообще классно. Мне кажется, да, мы выйдем из группы, потому что последний матч именно вот, официальный, то есть не товарищеский, а официальный последний матч, мы там видели, как они бились. Да. Если вот они так будут играть, то, мне кажется, смело выйдем. Возможно, даже за первое место можем побороться. Да, Я возможно. считаю. Серьезно? Да. Ты так думаешь? Я считаю, да. Патриот, кто я буду? Не, потому что, топ-толок, как говорится. Буйрусом? Возможно, я считаю. Но второе место мы обязательно должны занимать. Второе место? Да. Вот Не, это имею в виду вот. в группе. А, в группе, да. Нет, ты про первое место это в группе имеешь в виду? Да, да, в Я группе. думал, ты говоришь сейчас на Нет, этом. нет. Типа Кубок Азии? Ебать, там Япония, Корея. Скажи то, что купать по-любому нет. такой. В группе это Там максимум. Япония, Корея, Иран, еще кто-то. Классно же играть с Иран. Японией, с Кореей, да? это же Возможно, офигенно. да, возможно, если в плей-офф выйдем, то, скорее Встретимся всего, либо возможно, с- встретимся с кем-то из них. Я бы хотел увидеться с ОАЭ еще раз в этом 1/8. Зачем мы... так- Ну, это, видишь, вот эта вот неприязнь осталась у любого кыргызского фаната. Я сейчас за всех фанатов сборной Кыргызстана говорю. Все желают, чтобы в 1/8 увидеться еще раз. И их просто 2-0, Не, 4-0. Вот я честно не хочу хотелось. Тяжко будет. Короче, первый матч в Кубке Азии. Кыргызстан сыграет против Таиланда 16 января. В день рождения моей жены. Это очень хороший подарок.
Я думаю, я буду надеяться, что наша сборная айрит прям 2-0, 3-0. Что вы думаете? Против кого еще раз? Таиланд. Таиланд. Это не футбольная страна, по крайней мере, если... В рейтинге, мне кажется, они ниже нас, Да, да? они ниже вроде, да. Так что, мне кажется, должны забивать как минимум 2. Опять-таки, у нас опять молодая команда. И это первый матч, то есть они будут настроены. Вся страна будет наблюдать, и мне кажется, с Токотаевым мы не пропустим. Дай бог. 2-0, мне кажется, они должны выиграть. 2-0. Что Я скажешь? думаю, 3-0 будет. О, все да. такие позитивные, да? Ну, я думаю, ожидания? 3-0 будет, да. Потому что это первый матч с Таиландом. Мне кажется, даже еще лучше, что первый матч Попался с Таиланд. Таиландом, потому что мы очень, так скажем, Открыто будем играть. нет, с победы начнем, если Ну, там да. дальше будет чуть легче. Таиланд айриш керек, ана демеле екіншісі Оман біле. Оман айриш керек, и Саудовская Аравия уже чисто чил нарсыл будет так, в ничью сыграть. Боишься. Эй, кстати, Селен, не дейсің. Кстати, у нас сидит Джонни. Целый час там с нами сидел. Да, мы поставили чисто как это известный реквизит, ебал. как реквизит. Как реквизит, да. Ну, первый матч очень важный. Если не выиграть его, то дальше смысла нет играть. Поэтому надо только побеждать. Подожди, почему не смысла? Что, мы Там Саудовскую Аравию не победим, по-твоему? Если что будет? первый матч проиграешь, то дальше смысла нет уже. Все, ты из группы не выйдешь. Не, подожди, Ну, если будет ты его- второй, если второй, третий матч побеждать. Ну, Саудовская Аравия точно не выиграет. Ну, это да? футбол, топ-толок, все возможно. Но не здесь, не у нас. Пошел, в жопу, короче. Это были, короче, диванные эксперты Азамат, Саламат, Илим и Джонни. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои мнения. И свой прогноз тоже выиграет Кыргызстан, Таиланд, какой будет счет. И мы приготовим вам подарок. Если этот видео залетит, хорошие просмотры, то мы будем каждый матч обсуждать именно наши сборные. Короче, вот такой у нас микрофон, пока, петлички, да, вот оставим МБА, будьте спонсором нашего выпуска, будет, да, реклама, тут может быть ваша реклама, здесь ваша реклама, тут ваша реклама, Кылсак болот, негде сүйлөшсө. Так что пишите. 1000 лайков, и придет Мирлан Мурзаев. Да. И все расскажет. О, өзі алып келесің ба, өзі алып келеді, давай. Все, рахмат, жоқ.